Ну вот и трасса очередная. Нормально пошагали тут на ельник, сосняк. Там вырубки. Так и манит меня туда. Нахреново там ходить. Очень влажное, сырое, плохое место. И туда уж заходить не буду. Я здесь еще кружок такой сделаю. И немножко где-то метров 300 на сырое место перейду. И так срежу. К речке не пойду. К речке не буду идти. Срежу и по просеку по другому пути пойду вообще. Эта дорога на просеке тоже. Если спуститься можно здесь. Тоже на речку выйдешь. Но нет. Как и запланировал, так и пойду на срежу. Там вообще возле речки там вообще гибло. И место ходить тоже. Тулан куда-то исчез. Тулан, айда. На рябчика тут свистели тут в углу. Айда-то рябчиков любит, а тулан может какой-то след учуял. Ему рябчика как-то не интересно. Вот след, конечно, если учует, думаю, будет ходить. Ну да. Ладно, сейчас. Дальше пойдем сейчас сяду, нормально перекушу. Без этого никак, уже еще штормит меня. Надо перекусить. Вон там пенек, я вижу, хороший. Туда я сяду, будет перекус. Обзор такой хороший тут. Буду глядеть на вершинки. Может, кого увидим. Сейчас свистану еще рябчиков. Может, подлетят. Вот хороший пенек. Слышали, вон глухарь. Даже никуда не сел. А тут, оказывается, сидел он. Под ногами хрустнуло что-то у меня. И все, взлетел. Ну, может, прошлый глухарь, где вот медведи рылся, в ту сторону сейчас направляюсь. Там надо сходить, даже посмотреть этот угол. Может, тот глухарь сюда уже прилетел. Но факт, что глухарь был. Не кополуха. Тулан. Тулан пришел. Ладно, сейчас перекушу. Посидим здесь. Глюки пошли у меня на камеру. Я поснимал, как мы обедали. Накормил собак. Сейчас они отдыхают, вон лежат. Еще 10 минут, наверное, посидим тут. Просто посидим и дальше пойдем. А это тоже легла. Иногда бывает какие-то, я не знаю, от чего там зависает, там зависнет камера. Но я поставил там, я не вижу там циферблата, ничего не видно, когда переворачиваешь этот экран. Не видно, что там снимает или нет. Оказывается, съемка остановилась и ничего не сняла, как мы тут обедали. Болтал, что-то рассказывал. Повторять не буду. Другой раз расскажу. Вот так. Собаки отдыхают. Сегодня как-то и не рассвело. День такой пасмурный. Грустная погода вообще. Осень. Как листья выпадут, все. Начинается какая-то тьма. И когда снегопада не будет, ясных заморозков таких,
Когда уже холодно, вот, заморозки идут, тогда уже безоблачно. Вот. А сейчас пасмурно, все время пасмурно, дожди. Сегодня пасмурно, хоть дождя пока нету. Плащ тоже взял на всякий пожарный. Вот. Ну все, сейчас отдохнем и дальше пойдем. А где буду идти, я в принципе поснимаю, покажу. А на ту вырубку уже не буду лезть, там вообще гнилое место даже. В другой раз. Поснимаю, ребята. Поснимаю. Так, подожди. Конечно, надо уже стрелять, но... Вон, глухарь, ребята. Глухарь сидит. На самой вершинке. Вон любопытный. Ладно. Попробую, стрельну. Далековато, конечно. Через вырубку не пройти. Два раза, короче, бахнул, ребят. Промазал я. Ну, не попал. Непонятно даже как-то. Куда пуля ушла. Выше, ниже. Удар такой получаешь, что вот не понимаешь сразу. Может, выше стрелял. Потом сперва как, ну, в яблочко также и стрелял. В принципе, расстояние тут 120 метров, не больше. Ну, не наша птица улетела. Вот такая картина. Тут, короче, уже, ну, где у медведя кости-то видели, вот тут. В прошлый раз вот видели, где копался этот глухарь. Ну, видно, он тоже и был здесь. Ну, ничего, Тулан лег, отдыхает. Ну, чуть-чуть я не привык еще к оружию, как-то толком не могу. Опять куда-то устремилась. Угу. Ладно, за рюкзаком надо идти. Такое расстояние интересно, так 120, но не знаю, надо еще, думаю, еще в банке пострелять там, чтобы уже привыкнуть к оружию. С расстоянием что-то, не знаю, но моя вина, наверное. Второй раз уже попадаю на это место. Ну, в принципе, все знакомо, все уголки. Ну, я это снимал уже. Снимал уже все этот бардак. Еще сейчас гляну что-то. Здесь как будто свежее или... Не знаю. Так, ладно, пойдем мы. Боком здесь пойдем, как говорил. Это не ухтит что-то там. Везде какашка у мишки. Старые, правда. Он на глухарь. Тут и сидел, я оттуда вот стрелял. В молоко попал. Как я буду снимать цель. После съемки у меня почему-то нет попаданий. Я уже это заметил. Следует уже. Ладно, пойду напрямик как-то срежем.
Здесь, наверное, придется мне навигатор включить или же компас. Компасом как-то срезать, чтобы не на вырубку попасть. А нам надо поймать просеку. Где-то больше километра, наверное, тоже надо идти по такому лесу вообще. Но здесь ручей будет. Ручей такой тягун. Хреново даже идти. И еле не пойдет. Ладно, пошли мы. В этом году еще здесь не были. В прошлый раз к речке обратно мы пошли. А сегодня уже по другому пути пойдем. Опять зашли в царство Бабы Яги, как мне в комментариях писали. Похоже на это. Ой, блин. Ой, жуть. Как паутина. Рябина тут. Рябина. Хорошая кормовая база для лосей. Я вам скажу. Ручей, о чем я говорил. Зачес какой-то. Ага. Так. Тут куницы должны тоже водиться. Такое место, блин. Так, поснимаю свою ходьбу. Иду по компасу. И компас. Сейчас покажу. Строго на север иду. Иду строго на север. Компас старый, но надежный. Такие сейчас не продают. Изолентой намотанная уже. Навигатор не стал доставать. В принципе, дойдем без навигатора. Там угол вырубки будет. На этот угол выйдем, а там уже найду я эту просеку. Сейчас иду совсем противоположно от избы. Не в сторону избы, а наоборот на юг, на север иду. Но зато я это плохое место перейду и круг сделаю, но дорога лучше будет. Мишкина. Вон. Уже старые. Но уже брусника. Это ранней осенью тоже. Видно, ходил тут. Все время надо наблюдать, где что ходит. По-другому никак. Если тупо будешь идти, рот разинул, никогда ничему не научишься определять, где что, кто рядом ходит вообще. Запоминать надо места, где прошел. Второй раз уже будешь знать, где лучше идти. Ну вот, в принципе, вроде как уже более сухо, если не ошибаюсь.
Да, уже пруток какой-то. Чувствуется под ногами земля. Дятлы предатели тоже, блин. Рот, сука. Так. Компас утащите. Такс. В принципе, нормально идем. Нормально идем. Это какой-то островок, похоже. Я, наверное, чуть правее возьму. Так. Ну тут еще, походу, еще гнилое место будет. Блин. Так напугал меня. Гнилое дерево свалилось. Я думал, глухарь выскочил. Оказывается, там береза на Анну упала. Вот так идешь, и на голову тебе хуяк. Еще. Ищи, свищи, а тут тебя точно никто не найдет. Куда Олег ушел? В какой стороне сейчас? Фиг найдут. Так. Ну что, проверили? А? Или ложная тревога. Смело вы побежали туда. Смело. Ну, с собаками веселее в таких ситуациях. Тут такой шорох, блин, грохот со стороны спины, со спины. А с собаками веселее. Как. Так. Ладно, наверное, пока выключу. Тут опять болото начинается. Можно, в принципе, там идти, наверное, или на островок какой-то вот сухой. Тоже след какой-то. Так. Проскочили мы это место, блин. Вышли на большую землю. Здесь легче идти. Сейчас будем искать посеку. Чья-то тропинка тоже. Прям видно, что тропинка. Ну да. Чья тропинка, интересно. Хоть что-то начало проясняться. Наконец-то, ребята. Муравейник. В прошлом году медведь разбил, а в этом году, видно, уже новые строят. Фух, наконец-то мы поднимаемся на возвышенность. Фух. Вот. Фух. Ну, все стало ясно, понятно. Все становится понятно. Тут еще небольшое сырое место, и там вырубка. Я слишком взял, как сказать, север-восток, восточнее. Ну все, понятно. Ладно, дальше пойдем.
Я уже думал, там светло было, ну, когда шел до сюда, думал, что к вырубу выхожу. А это, оказывается, чуть-чуть правее я вышел. Ну да. Но все равно здесь лес хороший. Ничего страшного, если пройдем. Спотел, блин. Возле вырубки надо посидеть нам. Все муравейники убиты здесь. Нормальных муравейников нету. Вот так и бродит охотник, ребят. Кто не понимает, там, что такое охота. Это все время надо идти, как волки. Волка ноги кормят. Также и охотники. Надо все время искать, ходить. Когда находим, когда пустые. По-разному. Так. Ну тут сыро тоже. Сыро. Болотистое место. Раз, второй пройдешь и, в принципе, становится ясно. Тут тоже кто-то ходит и ходит. Кто ходит и ходит вообще. Сколько времени-то хоть? Что-то темно, блин. Мы тут олени, наверное, ходили. Я думаю. Похоже на то. Если медведь, то 100 раз он тут ходил. Похоже на оленей. Там проходные, наверное, тоже ходили тут. Где же эта вырубка? На будущее буду знать. Надо взять северо-запад. Не на север идти, а я наоборот северо-восток пошел как-то. Вон вырубка, наконец-то, ребят. Фу-ху, хорошечно. О, все. Сейчас уже смело я могу сказать, что мы дома. Возле этой вырубки сейчас выйду. Там что-то коричневое, что-то тоже, блядь, мерещится она. И вдоль вырубки сейчас пойдем. Там уже просеку найдем. Это стопудово сейчас. Другого пути у меня сейчас нету. Столько уже я прошагал. Возвращаться не буду. Только вперед. Чуть-чуть кружок получается, но нормально. Так, возле вырубки сейчас еще гляну, там может кого увидим. Вот она, ребята. Коми тайга, коми Парма. Голое поле, блин. Короче, мы там были, в той стороне. Потом вот так пошли. И я надумал вот здесь. Вот примерно отсюда хотел выйти. А я вышел вообще налево. От меня налево.
Короче, больше круг я сделал. Боялся, что я выйду вот сюда. Здесь хреново ходить тоже. Вообще жуткие места там, ну, болото вообще, болото. Сыро, болото, валежника, трудно ходить. И я примерно ориентировочно хотел выйти вот этот в угол. Конечно, я наоборот сейчас сделал. Солнца ничего нету, блин. Навигатор не стал доставать. Надо бы тоже на навигатор эту точку поставить, чтобы уже верняк сюда выйти. И на будущее. Пройдемся еще вот тут. В прошлом году тут здесь тоже в горе одного видели. Как-то не удалось добыть, улетел. Ну, при каждом выстреле не будешь же попадать, потому что останется. Сегодня два глухаря видели. Одного отдобыли, второй улетел, но улетел на другой раз. Тулан, вон он. Тулан здесь. Я не поленюсь, наверное, поставлю точку. Точку поставлю, чтобы знать этот угол. На навигатор, на будущее. Оттуда, если прямиком идти. Потому что если груженным, пару глухарей добудешь, лучше здесь круг сделать. Обойти, чем возле речки там спуститься. Там вообще жесть. Ну вот. Отдохнем здесь. Тула. Тула, айда. Айда. Короче, дома буду разбираться, что случилось. Главное, точка есть на будущее. Будем знать, куда выходить. Собаки устали у меня. Собачка устали. Чай закончился. Все. В следующий раз на литровый возьму, если в эту сторону пойду. Пол-литра не хватило сегодня. Вот так. Ну, километров 8 осталось. Опа. Километров 8 еще. Будем топать. Да? Ладно. Айда. Пошли, дивизия, пехота. Пошли, пехота. Устал. Устал, бедолага. Быстро устает, молодой. Ай. Ну все. Дальше пошагали. С навигатором придется разбираться. Что-то квартальной сетки нету у меня. Куда она исчезла? Какая-то функция, она куда-то не то нажала или что там случилось. Все, идем потихоньку. Вышли ребята, вот пришли оттуда, вот наша просека. Там запад, а здесь восход, восток. И сейчас мы уже будем, сейчас мы будем уже идти строго на восток по этой просеке. Тулан не знаю, где он бегает. Когда шли возле вырубки, никакого взлета не было. И где Тулан-то? Ну, найдет, длинную ногу догонит. Айда здесь у меня. И спокойно себя вела, когда шла. Видно, что буровой дичи здесь не было. Хвостом не виляла ничего.
Что-то туда смотрит. Тулан. Вот Тулан где не понимаю. Вроде здесь рядом еще шли. Только дятлы стучат и все. Вечереет, надо быстро идти. Так, вон мелькнул, идет. Круг сделал куда-то, он туда заходил. Ну, там и бродит, ходит спокойно. Ладно, ребят, пойдем мы по этой просеке. Тут тоже кто-то вроде ходил, непонятно кто. Но не люди, никто. Вон, спокойно нюхтит, что-то ищет.